Я мама 3 детей, один из которых стал фанатом Якутии. Почему ты выбрал хамус? Потому что мне понравился его звук и как он играет. Люди, ни для кого не секрет, испокон веков чувствуют особое воздействие хумуса на душу, на тело. То есть его вибрации делают нас явно добрее, лучше. Где-то к 19 веку, даже раньше, варганы по всему миру начали производить огромными просто партиями. И Германия, Австрия, в Российской империи потом тоже подключались. Московский зритель, он очень любит именно варган якутский, потому что у него особый тембр, особое звучание. Когда ты достаешь варган и просто на тебя смотрят с такими большими глазами, типа, что это за железяка, и как это вообще, это звук выдает, да ладно. 9 лет назад в Якутии еще одним знаменательным днем стало больше. В 2011 году 30 ноября был объявлен Днем хамуса. Этот праздник, конечно, вышел далеко за пределы нашей республики, и сегодня его отмечают все хамусисты, а правильнее сказать, варганисты мира. Ну, официально, конечно же, это праздник наш республиканский, да, но тем не менее во многих очень странах, где существуют варганы, люди отмечают этот праздник и даже называют уже Международным днем варгана или хамуса. Название хамус относят к якутским инструментам. Варган же – это общее название. По некоторым данным, этот язычковый музыкальный инструмент и вовсе насчитывает около 1000 вариаций по всему миру. Например, дрымбой варган именуют на Украине и в Беларуси, тимир кабузом в Кыргызстане. В Америке это джьюз-харп, а в Германии – маультроммель. Сергей, у нас в руках чудесные инструменты, родом из Вьетнама, называются данмой. Да. Объясните, пожалуйста, как на нем играть? Играть на нем очень просто. Его прижимают к губам, чуть напряженные приоткрытые губы, да, и ударяют от себя мягко пальчиком. Вот он даже уже, да, совершенно верно. Разные культуры и разные традиции игры, но звуки инструмента словно резонансы древнего мира. Самое удивительное – современный варган является ровесником египетских пирамид. Археологи находят инструменты, которые звучали 2500, 4 и даже 5000 лет назад. Мне кажется, именно в этом залог, так скажем, долгожительства инструмента, в том, что он сумел эволюционировать. То есть вот у меня сейчас в руках 2 формы этого инструмента. Это более древняя форма, как раз та самая, которую находят вот там 4000 лет. И затем он эволюционировал вот в такое. Да? Это, кажется, как бы разные совершенно инструменты, но принцип один. За несколько тысячелетий варган успел стать национальным музыкальным инструментом одновременно в десятках стран мира. Но номером 1, символом духовной культуры, он был и остается только у народа Саха. В 17-18 веках в России среди русского населения это тоже был очень популярный инструмент в народе. И в Европе, в том числе, в это время тоже был очень популярный. Хамус очень плотно связан с культурой кузнечества. А у нас традиционно кузнецы очень высоко чтились, да. Был такой даже культ кузнечества. Благодаря, конечно же, высокому, все растущему мастерству кузнецов, хамус у нас так развился. То есть мы единственный народ, который почитает хамус превыше других музыкальных инструментов. Для нас, конечно, для якутов, это инструмент наших предков, и когда на нем играешь, то, безусловно, чувствуешь эту связь с предками. Якутский хамус как историческая память народа, кодовое духовное послание предков. С этим музыкальным инструментом Алена Подлужная-Утай успешно знакомит гостей и жителей Москвы. Хамусотерапия находит отклик в сердцах каждого зрителя. Люди, ни для кого не секрет, испокон веков чувствуют особое воздействие хумуса на душу, на тело. То есть его вибрации делают нас явно добрее, лучше. Хумусная музыка живая, без каких-то фонограмм, без электронной музыки, она цепляет людей в самое сердце. То есть неважно, что люди не понимают язык, но сама природа звука, сама вот мать природа их ведет
через хомус. Ну, это здорово, это прекрасно. Это явно улучшает людей. Раскрыть истинные звуки, постичь всю красоту и глубину хомуса мечтает и юный музыкант, житель столицы Артур Агафонов Ядрихинский. В свои 5 лет он уже умеет играть в разных стилях. От традиционного якутского сыя-тарды до ритмичного эстрадного направления. Мальчик также поет и голосом природы, имитируя звуки птиц и животных. Муж тоже из Якутска, хоть он и русский. Мы детям всегда рассказывали о традициях. В нашем доме какие-то такие, то, что издревле идет, мы поддерживаем эти традиции. И каждый год ездим в Якутск. Каждый год. 3,5 года мы пошли в музей хомуса. Случайно попали на концерт хомусистов, который был для иностранных туристов. Нам разрешили туда пройти, послушать. Мы послушали, и, видимо, что-то его как-то там зацепило. После этого он очень заинтересовался, начал искать ролики на YouTube. Он выбрал Алену Подлужную и смотрел с утра до вечера ее ролики. Вот попытался подражать. Всего за 2 года Артур вырос в мастерстве. Он лично познакомился со своим кумиром, даже выступил с Аленой на одной сцене. За плечами у Артура и участие на фестивале в Зарядье. Юный хомусист признается, перед выходом на сцену уже не волнуется. Потому что я боюсь, мне уже не 3 года, 5 лет. А раньше боялся? Да. Раньше боялся, да? А в «Заряде», когда выступал, страшно было? Ну, вообще, если честно, он крайне редко с кем-то занимается. Алена всегда занята, и мы, к сожалению, редко с ней видимся. И вот когда видимся, тогда она пытается ему что-то рассказать, объяснить. То есть он сам черпает. Вот он все то, что слышит. Мальчик с нетерпением ждет очередной поездки в Якутию. У Артура уже расписаны и творческие планы. Его ждут не только новые этновыступления, но и музыкальные открытия. Несмотря на свой юный возраст, он решил, свяжет жизнь с хомусом. Когда я вырасту, буду музыкантом. Я буду гастроли делать и выступать по всем странам. Да, ради бога, это же его жизнь. Как хочет, пусть строит. Мы только поддерживать все начинания и радоваться, когда дети счастливы. Светлое будущее хомусу сулят и эксперты в органной музыке. Ирина Богатырева 20 лет изучает эти звонкие язычковые инструменты. Она отмечает, в Москве особенно ценятся якутские хомусы. Якутские хомусы, они громче, они больше, они более такие мощные по звуку. И это оправдано тем, что, как я понимаю, в якутской культуре это инструмент, который в первую очередь играется для людей, так скажем. Он позволяет делать очень интересные звуки, очень разные звуки. И с одной стороны, они нам говорят о какой-то там древности, да, и они там позволяют нам вообще думать о том, что вот, смотри-ка, раньше там люди играли ведь точно так же, значит, эти люди были похожи на меня чем-то. Музыка, которую можно созерцать, инструмент, который умеет говорить. С виду такой простой варган скрывает в себе множество возможностей. Звукотембральное разнообразие, которое можно извлечь из хомуса, практически безгранично. Благодаря этому он находит своих почитателей в самых разных уголках мира. Его чудодейственная музыка и чарующие звуки поистине объединяют людей и позволяют осязать древнейшую нить поколений. В том числе это очень близко к такому самовыражению. Да? Каждый человек, каждый исполнитель может найти такие звуки, которые ближе его душе, которые ярче будут выражать его настроение. Хомус для меня это, конечно же, неразлучный друг, да, это практически продолжение меня. Якутию можно считать двигателем прогресса, потому что у вас умеют привлекать внимание к инструменту, плюс у вас деятели культуры вот, прошлых поколений, они хорошо очень поработали над этой темой, у вас еще к этому подключен административный ресурс, что тоже очень важно. То у нас вот до этого еще не доросли.
Я бы хотел пожелать всем исполнителям, чтобы вы чувствовали этот инструмент, и чтобы этот инструмент тоже чувствовал вас. И слушателям я хочу пожелать, чтобы чарующие звуки нашего волшебного инструмента наполняли вас светлой энергетикой, чтобы все было у вас все прекрасно. Хомустыгар челаден арангачеладен. Айсена Бурнашова, Максим Кардозу, Виктор Олесов и Джур Березкин. Москва, Якутск.